Представь, что ты сидишь в кресле и смотришь свое любимое ТВ-шоу в ленивый воскресный день. Вдруг тебя позвала мама и поручила несколько заданий. Ты, должно быть, представляешь, как сложно тебе будет встать и приняться за работу. Представь, что ты тренируешь на беговой дорожке для своей 100-метровки, и кто-то тебе скажет немедленно остановиться. Сможешь ли ты это сделать? Что, если тебя неожиданно попросят повернуться направо? Сможешь ли ты повернуться незамедлительно? Ответ на эти оба вопроса – нет. Ты сможешь остановиться, да, но постепенно. Ты также можешь повернуться, но не резко. И угадай что? То же самое происходит с каждым предметом. Каждый объект будет продолжать делать то, что он делает. Если он в состоянии покоя, то он остается в этом состоянии. Если же предмет в движении, то он продолжит двигаться. Но что может это изменить? Да, только внешняя сила может это изменить. Если предмет находится в состоянии покоя, а затем на него оказывается воздействие внешней силы, он начнет двигаться. Если он пребывает в постоянном движении, а затем на него оказывает воздействие внешней силы, он замедлится или сменит направление. И это не что иное, как первый закон Ньютона о движении тел. Вот правильное определение. Объект в состоянии покоя не перестает пребывать в нем, как и объект движения не остановит движение с той же скоростью и тем же направлением, пока не окажется под воздействием внешней силы. Говоря проще, это означает, что предметы будут продолжать делать то, что делают, пока на них не повлияет внешняя сила. Мы также можем понять это с помощью простой диаграммы. Если силы уравновешены, существует два случая. Предмет может быть в состоянии покоя или в движении с постоянной скоростью, неравной нулю, и в определенном направлении. Это единственный существующий случай при условии, что сила находится в равновесии. В первом случае предмет продолжит оставаться в неподвижном состоянии, а во втором предмет будет продолжать двигаться с той же скоростью и неизменным направлением. Не забудь, что это будет продолжаться только при условии сил, находящихся в состоянии равновесия. В следующем ролике мы рассмотрим несколько способов применения первого закона Ньютона.